Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте, в студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Мы против наркотиков. В МВД подвели итоги конкурса среди учащихся средних школ. В интересах народа. О проектах и идеях ВАК в текущем году. Особое внимание уделено вопросам сохранения и развития родного языка, культуры и традиций. Чисто там, где не ссорят. Как решить проблему стихийных свалок вдоль русла реки Гумиста? Аслан Бжаня провел еженедельное совещание с руководством администрации президента и правительства. Вице-премьер-министр экономики Кристина Узган отчиталась о проведенных мероприятиях по инфраструктурному кредиту на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии. Глава государства поручил ускорить этот процесс. Участники совещания также обсудили работы на высоковольтной линии от Шугуара. На некоторых участках высоковольтная линия оказалась в опасной близости от макушек деревьев. Президент поручил обследовать маршрут все линии для выявления и устранения помех. Службе государственной безопасности поручено содействовать в исполнении данных работ. Речь также шла о законопроекте о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба рассказал, что депутаты уже ознакомились с документом, однако проект закона все еще не поступил в парламент. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и соглашения об инвестиционном проекте по аэропорту имени Арценба. Указом президента Аслана Бжаня послу Абхазии в России Алхасу Квицине присвоен высший дипломатический ранг «Чрезвычайный полномочный посол». 5 апреля Алхас Квицине вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил РИА Новости. Алхас Квицине уточнил, что приглашен на церемонию вручения грамот в Кремль. Министр иностранных дел Инал Ардзенба отбыл с рабочей поездкой в Москву для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия. Об этом сообщает медиацентр МИД. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров прошло в здании СГБ Абхазии. По ходатайству стороны защиты в суд была вызвана свидетельница Валина Сангулия, соседка родителей подсудимого Эрика Чкадуа, проживающая в районе Учхоза. По утверждению свидетельницы, 22 ноября 2019 года, то есть в день убийства, примерно в 15:30, она видела Эрика Чкаду по соседству и в течение некоторого времени беседовала с ним. Стороной защиты было заявлено еще одно ходатайство о признании недопустимыми доказательствами протоколов допроса свидетеля Зухраба Шенкау. Согласно ходатайству, административно арестованный Шенкау не мог быть допрошен без участия адвоката. Решением судебной коллегии Верховного суда Республики ходатайство было оставлено без удовлетворения. Доводы защиты, изложенные в настоящем ходатайстве, были предметом рассмотрения судебной коллегии на судебном заседании 14 марта 2023 года. И по выводам суда они признаны несостоятельными. Настоящее ходатайство по сути и заявленным требованиям аналогично предыдущему ходатайству, и суду не представлено новых обстоятельств, ведущих к отнесению оспариваемых протоколов допроса к недопустимым доказательствам. Судебная коллегия не согласна с утверждением автора ходатайства о том, что Шенкау Зухраб Абдулович при допросах в качестве свидетеля не был ознакомлен с правами, предусмотренными статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса, так как оспариваемые протоколы свидетельствуют об обратном. Вместе с тем, судебная коллегия также обращает внимание на то, что при принятии итогового решения судом будет произведена проверка и дана оценка всем собранным в рамках рассмотрения настоящего дела доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а их совокупность, достаточности и убедительности для разрешения уголовного дела. Продолжается судебное разбирательство по делу о хищениях в отношении экс-директора госкомпании «Абхазтоп» Беслана Авицба. Он обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. Ему вменяется совершение хищения госимущества в особо крупном размере. На данный момент проводится опрос свидетелей. В материалах дела 80 свидетелей со стороны обвинения. Около 47 человек уже опрошены. На заседании были заслушаны показания еще одного свидетеля, предпринимателя, который ранее занимался реализацией топлива. Его семья владела своей АЗС. Он рассказал суду, что приобретал топливо в Абхазтоп под реализацию.
При этом отметил, что бывали случаи, когда приобретал горючее в долг. После реализации приносил наличные и сдавал их в бухгалтерию. Свидетель утверждает, что никогда не передавал деньги лично генеральному директору Беслану Авицба, и задолженности перед Абхазтопом у него нет. Однако на сегодняшний день задолженность предпринимателя составляет 57 тысяч рублей, а его отца – 784 тысячи. Этот долг свидетель не признает. Следующее заседание суда состоится 11 апреля. Печальная весть. На 85-м году ушел из жизни старейший археолог Абхазии, кандидат исторических наук Игорь Цвинария. Его основные научные интересы были связаны с периодом энеолита и ранней бронзы в Абхазии. Руководил раскопками поселений в Гуандре, комплексов сооружений в селах Хуап и Отхара. Игорь Цвинария также вел раскопки открытого и многослойного памятника поселения Апсар в Новом Афоне. Он впервые установил характер древних абхазских жилищ, выявил дольмен в Крамлехе, древнюю каменную скульптуру матери-прародительницы IV века до нашей эры. Игорь Цвинария был не только ученым, но и творческой личностью. Он автор десятка стихов и песен, был участником национально-освободительного движения абхазского народа, один из соавторов знаменитого абхазского письма. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Махидзапша III степени. Много новых проектов и идей на будущее. В этот год команда ВАК вступила еще более воодушевленной и вдохновленной на добрые и полезные дела. По-прежнему здесь уделяют особое внимание вопросам сохранения и развития родного языка, культуры и традиций. Одним из важных проектов, который удалось воплотить в жизнь, Конгресс выделяет диспансеризацию школьников в селах. Медицинский осмотр только начался. До конца года планируется охватить до 1000 учащихся. Подробнее об этом в проекте и других задумках ВАК в материале Эсмы Джекирпа. Отдел по развитию молодежи и физической культуры ВАК совместно с абхазским музыкантом Абзагом Марухба запустили новый проект «Ачарыбжи». Он направлен на раскрытие музыкального таланта среди подрастающего поколения и проводится в формате мастер-класса. Первая встреча музыкантов и детей прошла в городе Гудаута. В ней приняли участие более 30 учеников. Организаторы надеются, что участие в данном проекте может стать первым шагом в становлении творческой личности ребенка. Подобные мастер-классы будут проведены во всех районах Абхазии. При поддержке Минздрава республики в марте ВАК начал диспансеризацию школьников в селах. Первый выезд врачей для медосмотра был осуществлен в село Бедия-Дуд Хварчальского района. Диспансеризация проходила в 2 этапа – сдача анализов и осмотр у врачей широкого спектра. Планируя проект, сотрудники Конгресса исходили из того, что крупные медицинские учреждения Абхазии расположены преимущественно в городах, что значительно ограничивает доступ к медицинским услугам жителей многих сел. Очевидно, что по этой причине люди, проживающие в сельской местности, особенно малоимущие, либо откладывают визит к врачу, либо вовсе не обращаются за медицинской помощью. А ведь, как известно, ранняя диагностика большинства заболеваний – это залог успешного лечения. Стоит отметить, что диспансеризация населения школьного возраста – это один из самых крупных и дорогостоящих проектов ВАК. Для этого проекта мы особенно открыты для сотрудничества, партнерства и поиска новых путей его финансирования. Уже очень многие люди и организации проявили свое неравнодушие к этому делу. Нам помогает Центр Альбамед, нам помогает LabQuest, нам помогает MedLife. И мы очень будем рады, если к нам присоединятся больше партнеров. Вторая поездка по диспансеризации школьников состоялась в село Ацу Гудаутского района. Обследование учеников проводили врачи более 6 профилей. К медицинскому осмотру присоединились и 10 учеников школы села Мцара. По итогам второго выезда было осмотрено около 80 школьников. В планах организаторов проекта до конца текущего года провести диспансеризацию более 1000 учащихся. Команда Конгресса совместно с преподавателем кафедры абхазского языка при АГУ Иной Джугеле запустили еще один новый проект «Ирдстум». Он стартовал в Гудаутской первой школе. Проект направлен на пробуждение в детях любви к родной земле, воспитание основ абхазского национального характера, таких как порядочность, совестливость, а также на приобщение к таким национальным духовным ценностям, как апсуара. Первый этап проекта состоит из цикла 10 лекций об абхазской традиционной культуре для учащихся старших классов средних школ Гудаутского района. Для проведения
сегодня лекции будут привлекаться историки, языковеды, этнографы и этнологи. Еще один новый проект по этнографическим лекциям для учеников сельских школ запущен Всемирно-Абхазо-Абазинским конгрессом при сотрудничестве с Абхазским госуниверситетом. Первая лекция была проведена в Ишерской средней школе. Данный проект будет состоять из цикла лекций по истории, этнологии, этнографии и культуре Абхазии. Информируя о работе конгресса на перспективу, председатель Высшего совета ВААК Муса Экзеков обратился к соотечественникам во всем мире с решением посвятить следующие 5 лет активной работе по сохранению и развитию Апсуара. Я решил объявить следующие 5 лет активной работы нашей команды временем Апсуара Абазара. Это означает, что все наши силы будут направлены на укрепление основы основ нашего народа. Первым моим поручением является создание настольной книги по Апсуара для детских садов и начальных классов школ. Рассчитываю, что к реализации этой модели подключатся лучшие специалисты. Я обращаюсь ко всем братьям и сестрам. Делитесь своими идеями, присылайте нам свои проекты. Давайте вместе сохраним то, что уберегли наши предки и пронесли сквозь века. В связи с обращением Мусы Экзекова в Координационном совете женщин под руководством Екатерины Бебия обсудили проекты по сохранению и развитию Апсуара. Участники встречи подчеркнули важность системного подхода к данному вопросу, согласовали несколько идей и предложений, которые в ближайшее время будут направлены председателю Высшего совета. И завершая первый квартал года, ВААК открыл уже 57-е местное отделение в Новом Афоне. Возглавил его Зураб Смыр. На встрече с активом города представители Конгресса обсудили дальнейшую реализацию социально полезных проектов. С подробной информацией о всех проектах, которые осуществляет ВААК, можно ознакомиться на информационном портале Конгресса. Эсма Джикерба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Завершился конкурс «Мы против наркотиков», который проводился Министерством внутренних дел среди учащихся средних школ. Призы победителям конкурса вручил лично министр Вальтер Бутба. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Вальтер Бутба вручил подарки победителям конкурса сочинений на тему «Мы против наркотиков» и конкурса рисунков «Нет наркотикам». Соревнования проходили среди учащихся средних школ Гулрыбского и Галского районов, городов Ачимчира и Ткварчал. Конкурсы организованы в целях формирования правовых знаний и культурных ценностей у школьников, направленных на негативное отношение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, профилактику употребления алкоголя и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. Наркоманов в нашей стране, к сожалению, не становится из года в год меньше. Число их не растет. И они вовлекают в свою среду очень много молодых людей. Каждый наркоман старается, он же исчерпывает возможности финансовые свои, своих родственников, и тогда они начинают выбирать из числа студентов, из числа учащихся школ, молодых людей, у которых состоятельные родители. Цель только одна – использовать деньги его родителей для приобретения наркотиков и употреблять их совместно. Вот единственная цель, которую они преследуют при вовлечении туда молодежи. В Министерство внутренних дел Абхазии было представлено 50 сочинений различного жанра. Сочинения, рассуждения, очерки, рассказы, эссе. Это размышления девочек и мальчиков по этой очень важной проблеме. Наркотики – одна из важнейших проблем не только всего общества, но в большей степени подростковой и молодежной среды, подчеркнул в беседе со школьниками министр Вальтер Бутба. Я хотел бы, чтобы вы это все понимали. Психология наркомана, она пагубна. Я вам больше скажу, что есть святые матери, что ничего, правильно? Они даже своих родителей не видят. Они преследуют только одно – это получить удовольствие от употребления наркотиков. Но это не удовольствие, это болезнь. Он без этого жить не может. И он становится намного ограниченнее. Мы хотим среди вас
приобрести друзей, которые так же, как и мы, смотрят на эту проблему. Так же, как и мы, которые вместе с нами будут стараться как можно больше, но в вашем случае это не допустить вовлечения ваших товарищей, одноклассников в эту среду. А мы, в свою очередь, будем помогать, чтобы те, кто вовлекают, быстрее садились в тюрьму. На награждении присутствовало все руководство Министерства внутренних дел. Правоохранители подчеркнули важность участия молодых людей в данном конкурсе, отметив, что гражданская позиция человека формируется уже со школьной скамьи. Спасибо. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо вам, спасибо, что моя работа была оценена на столь высоком уровне. Наркомания действительно является одной из важнейших проблем 21 века, общества 21 века. И, как говорил Мейсон Кули, наркотики подводят нас к вратам рая и закрывают их перед нами навеки. Спасибо. Молодец. Первое место на эссе присуждено Баграту Какубава Садченко, второе – Закану Закарая, третье место по итогам конкурса отдали Георгий Заракуа. В конкурсе «Мы против наркотиков» в номинации «Рисунки», проводимом в рамках профилактической работы по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, были отмечены грамотами Инна Кутеля, Патимат Абдурашидова, Русудан Мархулия. Всем школьникам также раздали памятные подарки от постоянного партнера МВД мобильного оператора Абхазии «Амобайл». После торжественной части мероприятия учащихся знакомили с историей органов внутренних дел Абхазии, заслугами и достижениями руководства и сотрудников ведомства, героических подвигах милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей и во время Отечественной войны народа Абхазии, а также основными направлениями деятельности милиции и показали реальную работу некоторых очень важных подразделений. Помощник министра внутренних дел Баталла Гарба провел школьников в основной информационный узел МВД, дежурную часть. В центральной дежурной части производится мониторинг всего ведомства и режимных объектов, удаленный просмотр камер видеонаблюдения общественных мест, а также транспортных потоков и всех постов ДПС госавтоинспекции. Борисовское ущелье, вот здесь. Вот здесь у нас Ачимчинский район отражает, это город Сухум. Тут еще много у нас есть камер. Вот 02, когда звоните, вот попадаете вот этим товарищам. Эти товарищи имеют оперативную группу, которая в сутки заступает порядка 5-7 человек с разных служб. И так у нас есть специальная связь, это рация. Кто-то хочет попробовать, мы вам дадим возможность. Кто самый смелый? Сюда, в дежурную часть, поступает информация о всех происшествиях в республике. Формируются оперативные сообщения, регулируется работа патрульных экипажей, которые круглосуточно следят за порядком в городах и районах Абхазии. Барс, доложи, пожалуйста, где экипаж. Ну, командный голос должен быть. Барс, доложи, пожалуйста, где экипаж. Все, держи. Вот эту кнопку нажимаешь и говоришь. Барс, доложи, пожалуйста, где экипажи. После знакомства с работой дежурной части учащиеся посетили экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел. Ребятам сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД рассказали о специфике баллистических экспертиз. Это водный пулеуловитель называется. Он предназначен для отстрела огнестрельного оружия с целью получения образцов для сравнительного исследования. Это длинноствольное оружие, именно АК-74. Вот сюда, здесь кевлар, специальное волокно находится. В него мы отстреливаем пулю от длинноствольного. То есть... Нитка способна остановить пулю. Она такая прочная. Называется кевлар. Такая вот. Ее используют на бронежилете. Также ребятам продемонстрировали спецсредства защиты и основные принципы их состава и комплектации. После демонстрации работы комплекса для отстрела нарезного огнестрельного оружия школьники осмотрели экспериментальный материал и ознакомились с процедурой электронного ввода данных в унифицированную пулегильзотеку, принципом сканирования и анализа. Юношам особо интересна была коллекция боеприпасов, собранная в результате практической работы криминалистов. Специалисты ЭКЦ продемонстрировали основные виды патрона, а также взрывные устройства и их комплектующие, обратив особое внимание на технику безопасности обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами. Так что идем дальше, да?
Химик-эксперт криминалистического центра МВД продемонстрировала базовые методики химических экспертиз, определяющих наличие определенных веществ в исследуемом биоматериале, в частности запрещенных наркотических средств и психотропных веществ. А также рассказала школьникам о специфике работы современного электронного оборудования и компьютерной обработки результатов проводимых экспертиз. Сотрудники милиции хорошо выполняют свои служебные обязанности, но умеют не только задерживать преступников и наводить правопорядок. Залог хорошей физической подготовки и здоровья – это спорт. Спортивные достижения сборных команд ведомства и сотрудников милиции представлены на почетной стене в фойе Центрального аппарата МВД. Взаимодействие с подрастающим поколением – добрая традиция в Министерстве внутренних дел. И подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Разыскивается Аргун Анатолий Мурзович, 1962 года рождения, житель города Тхорчал. Последний раз его видели 29 марта в поселке Харчилава. Он направлялся в поселок Соуквара. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону 993 67 04. Продолжаем выпуск. Вдоль русла реки Гумиста, святого места для каждого в нашей стране, образовываются стихийные свалки. С начала года более 25 граждан оштрафованы за выброс мусора в этой местности. Несмотря на то, что работы по расчистке территории здесь проводятся регулярно, отходы собираются настолько быстро, что вывозить их не успевают. Репортаж Гугут Савардания. 30 лет назад здесь, на Гумисте, шли ожесточенные бои. И каждый кусочек земли здесь искупан в крови защитников Отечества. Однако сегодня эти места практически превращены в свалку. Бытовые отходы, строительный мусор, множество пластиковых и железных банок, пакетов. Все это валяется под мостом среди деревьев и у воды. Такую картину можно наблюдать практически по всей протяженности реки Гумиста от верхнего до нижнего моста. Ветераны, когда нам сказали, что здесь мусора много, мы приехали, посмотрели. Я сразу позвонил главе администрации. Он, конечно, в курсе этих дел, занимается этим вопросом давно, но так как невозможно это просто остановить шлагбаумом или там штрафами, это не остановится. Но я не знаю, какими словами надо сказать, что здесь вот происходит. До глубины души обидно и злостно. По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, каждые 14 дней здесь расчищают территорию. Однако мусор собирается настолько быстро, что вывозить его на Галский мусорный полигон просто не успевают. Тут нету такого, чтобы это было заброшено и не убиралось. Но, к сожалению, наших сил не хватает для того, чтобы адекватно реагировать на то, что вы сегодня здесь видите. Протяженность речки большая, от верхнего до нижнего моста. Проездных дорог, сельских проездных дорог к речке очень много. И, к сожалению, все это контролировать не представляется возможным. Вот сегодня на Нижнем Гумистинском мосту идут работы вот такого же рода. Мусор убирается, я думаю, несколько дней там займет. Периодически проводим такие работы, но ввиду того, что людей, которые, не гнушаясь, привозят сюда мусор на эти места и выбрасывают их много, наших сил, к сожалению, недостаточно, чтобы оперативно реагировать, потому что это все сопряжено с затратами. За вывоз мусора на Гумисту в 2023 году уже оштрафованы более 25 человек. Сумма штрафов маленькая и не превышает от 20 до 30 МРОТ. До 1500 рублей. Это не останавливает нарушителей. На каждом совещании обращается на это внимание и по возможности стараются их выявлять. Это происходит регулярно. То есть вот мы можем в качестве контроля, может сегодня кто-то нас услышит и совесть заиграет, но через недели-две можно приехать и почти аналогичную ситуацию здесь наблюдать. Мы-то все равно вычислим, кто здесь бросает, и в дальнейшем тоже кто будет бросать. Тогда по-другому будет все происходить. Мы опубликуем его, просто покажем народу, кто это делает у себя дома, и тем более в таком священном месте. То есть у себя дома мы все имеем, все чисто, а вот как вышли за двором, мы можем сорить, все что угодно выкидывать, не знаю. Обидно просто. Не должны люди так относиться. Я обращаюсь к народу, к тем людям, кто именно
разбрасывается мусором. Подобную ситуацию можно наблюдать не только у реки Гумиста. Мусор бросают где попало, хотя по всей республике есть специально отведенные для этих целей места. В ближайшее время, по словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, весь мусор будет вывезен на полигон в Гале, а далее ситуация будет контролироваться. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Специалисты Южного научного центра Российской академии наук и Морского гидрофизического института из Севастополя изучат химический состав Черного и Азовского морей, сообщает Кубань-Информ. Ученые исследуют показатели углекислого газа и других элементов в поверхностных водах. Актуальность работ вызвана необходимостью определения водоемов как источников или поглотителей углекислого газа. Специалисты намерены определить гидрохимические и гидробиологические параметры двух южных морей, провести многокомпонентный мониторинг периодически пересыхающих акваторий. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 5 апреля на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 15-20. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.